Кошки – удивительные создания. Научившись жить рядом с людьми, они не утратили своей независимости и продолжают удивлять разнообразностью характеров и нравов. В городе Канаше с 7 по 25 августа в торговом центре «Мега-центр» проходит выставка «Федерация кошек». Увидеть 36 кошек 17 пород. Все кошки наши привиты, ухожены, расчесаны. Приходите к нам на выставку, то есть мы готовы ответить на все ваши вопросы. То есть будет интересно. Сегодня каждый желающий трогает и гладит этих удивительных животных. Стоит признать, что на выставке, наряду с детьми, большой интерес к кошкам проявляют и их родители. Очень много разнообразных кошек. Также интересно дочери и самому, конечно, супругу. Думаю, что лучше отдыхать с семьей. Главная особенность психологии кошек – их независимость, отмечают специалисты. В случае со своенравным Константином это проявляется в полной мере. Этот кот с присущей ему грациозностью сегодня успел даже погулять по крыше вольера. Всеобщие любимцы самых причудливых окрасов – мейн-куны, гербенгалы, сфинксы, экзоты, шотландские вислоухие, плюшевые британцы и многие другие манят своей неповторимой красотой. Величественные и неприступные, с кисточкой на ушках – это мейн-куны. Они представлены в нескольких окрасах – черепаховый, рыжий и самый редкий – белый. Она тяжеловатая, но килограмм 6-7 точно уже весит при своем росте. Но они тоже усидчивые, но тоже не у всех будут сидеть на руках. Купаться любят. Выгуливать их можно спокойно и дрессировать. На протяжении многих тысячелетий любители кошек обожествляли своих любимцев. Сфинкс – уникальная порода. Считается, что эти кошки обладают своеобразной магией и магнетизмом. Они отличаются от других пород отсутствием шерсти. Персы же наоборот похожи на плюшевых. Так и хочется взять их на руки. Как зовут эту кошечку? Его зовут Сява. Ему 3 годика. Это перс. Посмотри, какой он пушистый. Погладь его? Мягенький. Дай ему вкусняшку. Абиссинская кошка относится к древним породам. Это преданный, игривый и умный питомец с переливчатой шерстью. Зовут ее Ляля, ей 8 месяцев. Очень верная, мало линяет. И даже если она и линяет, то значит проблемы с пищеварением. Самая древняя порода, от которых произошли все кошки из Египта. Лялечка, лялечка. Очень любит тоже целоваться. 8-летний курильский бобтейл по кличке Боба – любитель поспать. Запомнить его можно по хвосту. У бобтейла он маленький и круглый, как помпон. Но отличие не только в хвосте. Заметно сходство с рысью, настолько его поджарая фигура напоминает эту дикую кошку. А рядом мирно отдыхает кошка породы рэгдул. Характер его спокойный и покладистый. Произошли они от сиамцев и ангоров. Если сиамцы злые, то рэгдулы, они очень добрые, а еще называют любители детей. За животными здесь хорошо ухаживают, а главное – любят. Поэтому посетители и питомцы заряжают особой энергией. Пришла со своей внучкой, которая приехала из Санкт-Петербурга. Решила показать ей красивых котят, чтобы она их увидела, какие у нас красивые есть породы кошек. На выставке можно не только увидеть этих прекрасных созданий, но еще узнать про них полезную информацию. Любители делать памятные кадры смогут воспользоваться услугами фотографа, а компанию составит милая макак. Тимофею 11 лет, он очень приветлив и фотогеничен. Яванская макака, они живут до 30 лет. Также их называют крабовыми макаками, потому что они прям разгрызают крабов. Вообще-то он всеядный, у нас кушают огурцы, помидоры, овощи и фрукты, в общем. Любит детей, охотно с ними фотографируют. Приходите в Мега-центр с 7 по 25 августа на выставку «Федерация кошек» за замурчительными эмоциями.